Прямой эфир, телеканал Якутия-24, программа «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Добрый вечер, смотрите далее. Соучастники под арестом. Якутский городской суд избрал меру пресечения для двух мужчин, принимавших участие в незаконном лишении свободы жительницы столицы. Миграционная политика, бюджет региона, новый прокурор. Эти и другие вопросы рассмотрели народные депутаты Якутии на очередном пленарном заседании парламента. Дом там, где мы сами. Жителей села Якакут Алданского района решено переселить в близлежащие поселки. Безопасность и удобство. На производственных площадках Алроса проводят опытно-промышленные испытания специальной одежды. На площадке «Лучшие» сборная Ленска готовится к чемпионату республики по волейболу. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре обязательно рассматривать все обращения граждан, связанные с проблемами вывоза или переработки мусора. Речь идет о наведении порядка в сфере обращения с коммунальными отходами, оперативной реакции на несанкционированные свалки, подчеркнул глава государства. Зарплаты бюджетников увеличатся на 4,3% с 1 октября этого года. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил федеральным государственным учреждениям принять меры по этому вопросу. Ожидается, что в целом повышение охватит свыше 2 миллионов работников, а именно учреждений социальной сферы и науки, центров гигиены, Роспотребнадзора, спасательных центров МЧС, ветеринарных лабораторий и других. Кроме того, Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля. В подписанном постановлении говорится, что с начала апреля выплаты вырастут на 2%. Программу материнского капитала хотят продлить до 2024 года. Подготовка соответствующих предложений занесена в график мероприятий стратегического планирования Министерства труда России. Предложение подготовят к третьему кварталу текущего года. В случае продления этой программы деньги на выплату необходимо закладывать в бюджет 2024-2027 годов. В экспертном совете при правительстве России подсчитали, что из-за демографической ямы 1990-х годов число женщин, претендующих на мат-капитал, может сократиться на 30% в ближайшие годы. Освободившиеся деньги эксперты предлагают потратить на увеличение суммы выплат или введение капитала на третьего ребенка. Ну а с января следующего года в России увеличат пособие за первого и третьего ребенка. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин. В рамках национального проекта «Демография» правительство выделит на эти цели порядка 17 миллиардов рублей. Кабинет министров России включил информирование лиц предпенсионного возраста в список госуслуг. Теперь граждане смогут своевременно узнавать о праве на получение налоговых льгот, социальной защиты и помощи. Но в Государственном собрании Илтумен Якутии проходит очередное пленарное заседание. В повестке более 40 различных вопросов. Среди них внесение изменений в госбюджет региона, вопросы о налоговой политике, здравоохранении и многое другое. Ну а первый вопрос повестки коснулся государственной миграционной политики в республике. По порядку и подробнее наш корреспондент Ульяна Шагина. По словам председателя парламента Петра Гуголева, депутатский корпус считает необходимым принять неотложные и действенные меры по усилению борьбы с правонарушениями, связанные с незаконной предпринимательской деятельностью и теневой занятостью. Огромная проблема в сфере теневого бизнеса, нелегального предпринимательства, совершенствования налоговой политики. То есть мы пришли к мнению, что это комплекс вопросов, которых необходимо решать, и решать их надо неотложно. Закон поддержали, а это значит, что будет создана парламентская общественная комиссия, куда войдут народные депутаты Якутии, представители общественных объединений и эксперты. Их задача – вносить в профильные комитеты якутского парламента свои предложения. Эти предложения могут быть абсолютно разного характера, касающиеся всех уровней власти.
их деятельности, полномочий. Это и органы местного самоуправления, это совершенствование законодательства республики. Хотя я скажу, что в сфере миграционной политики у нас очень ограниченные полномочия. И, безусловно, это контроль за реализацией миграционной политики, профилактикой правонарушений, совершенствование налоговой политики. Также народные депутаты путем открытого голосования согласовали кандидатуру Олега Нарковского на должность прокурора республики. Окончательное его утверждение пройдет 22 марта в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Напомним, что глава региона Айсен Николаев на днях встретился с Олегом Нарковским. Они обсудили вопросы повышения и укрепления законности в регионе. Особого внимания требуют преступления, совершенные мигрантами. Уверен, что прокуратура республики во взаимодействии с органами государственной власти и правоохранительными структурами будет способна решить любые задачи для укрепления законности и правопорядка в республике. Нарковский отметил, что особое внимание должно уделяться ходу реализации нацпроектов и социальных программ. В первую очередь по поддержке многодетных семей, инвалидов и сирот. Эти вопросы будут рассмотрены во второй день работы заседания. В частности, в первом чтении будет рассмотрен новый законопроект о статусе многодетной семьи. Когда он будет принят в первом чтении, будет создана комиссия с правительством Республики Саха-Якутия, и уже будут финансовые средства, мы будем считать и в дальнейшем посмотрим, в какой период мы можем его реализовать, потому что перечень получателей, количество получателей льгот, которые предусмотрены законом Республики Саха-Якутия, соответственно, они увеличиваются, количество. Да? Поэтому сейчас важно поддержать наших многодетных семей. И дальше мы будем работать и вносить свои поправки. Также депутаты рассмотрят внесение изменений в республиканский закон о материнском капитале «Семья». Изменения коснутся оплаты проезда к месту лечения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и обратно. Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Якутск. Президент Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности главы Республики Калмыкия. Им стал 38-летний бывший известный кикбоксер Бату Хасиков. Алексей Орлов, возглавлявший эту республику 10 лет, подал в отставку. Накануне подал в отставку и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Пост главы государства он занимал почти 3 десятка лет. После ухода с поста Назарбаев остался главой Совета Безопасности и лидером правящей партии. Рассказывает Сергей Берец. В определенном смысле Казахстан переживает конец эпохи. Бессменный президент страны с 1990 года Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил об уходе в отставку с поста главы государства. При этом он продолжит руководить Советом Безопасности и правящей партией Нур-Отан. Новость не вызвала всплеска эмоций у жителей Алма-Аты. По словам политолога Нурши Аскара, одним жаль расставаться с Назарбаевым, другие рады, что он уходит. Самая главная задача для Казахстана в этот период будет обеспечить стабильность в обществе и не допустить беспорядков, и с тем, чтобы борьба бульдогов под ковром не перешла в надковерное положение. Для Тимура, креативного директора рекламного агентства, решение президента стало сюрпризом. Очень неожиданно. Это внезапно, но тем не менее, мне кажется, что все должно пройти спокойно. Проектный менеджер Ярослав Кондратьев усматривает в выборе дня и времени отставки магию чисел. Правильно сказать, что это очень такой хороший ход от, наверное, его пиарщиков в плане того, что это запоминающаяся дата, потому что 19 марта 2019 года и в 19:00 именно. Достойного преемника ветерану казахстанской политики студентка Анара не видит. Я бы никому не доверила больше страну Казахстан, кроме него, честно. Исполнять обязанности президента до очередных выборов в апреле 2020 года будет председатель Сената парламента Касым-Жомарт Токаев. К слову, Касым-Жомарт Токаев в среду на совместном заседании палат парламента принес присягу народу страны и вступил в должность президента Казахстана. Об этом передает ТАСС.
По окончании церемонии глава Центральной избирательной комиссии республики вручил Токаеву удостоверение президента Казахстана. К другим новостям. В Нерюнгри прошла премьера якутского фильма «Агент Мамбо» Александра Цыбикова. Подробнее. Здравствуйте, а можно билеты на 8 часов? Здравствуйте, на «Агент Мамбо» билеты. Холл Нерюнгринского кинотеатра был полон желающих попасть на премьеру фильма. По сюжету скромный и непутевый сотрудник полиции Гоша внедряется в преступную группировку «Мамбосы», занимающуюся угонами машин. Сам фильм не позиционирует себя как что-то глубокое и не несет смысловой нагрузки. Он лишь пытается вас развлечь. Оттого он и смотрится легко и непринужденно. Это наш первый опыт работы вообще с якутским кинематографом. И результатами работы мы остались довольны. В выходные порадовали нас полными залами. И в дальнейшем мы вообще планируем наладить сотрудничество с якутскими дистрибьюторами и непосредственно создателями кинофильмов. Несмотря на игру непрофессиональных актеров в «Агенте Мамбо», все персонажи смотрятся весьма органично. Неудивительно, что и в Нерюнгринском кинотеатре «Октябрь» он собрал полный зал зрителей. Фильм демонстрировался субтитрами на русском языке. Да, фильм мне очень понравился, очень смешной, всем рекомендую. Первый раз смотреть фильм на якутском было чем-то непонятным, новым. Если честно, очень понравился фильм. И то, что читать субтитры, это ничего не помешало даже. Фильм очень понравился, игра актеров была очень хорошая. Прям таких фильмов давно не видел. Очень хороший фильм. Советую к просмотру, кто не видел. Комедия получилась веселой, а главное – смотрибельной для всех зрителей. Отрадно, что первая премьера якутского кино прошла в Нерюнгри успешно, а это значит, что зритель будет ждать новые премьеры знаменитого Сахавут. Александра Цыбикова, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. Сейчас короткая пауза. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Дом там, где мы сами, жители села Якакут Алданского района, решено переселить в близлежащие поселки или райцентр. Безопасность и удобство на производственных площадках «Алроса» проводят опытно-промышленные испытания спецодежды. На площадке лучшие. Сборная Ленска готовится к чемпионату республики по волейболу. Якутия-24 в прямом эфире. Программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Продолжаем выпуск. Российский научный комплекс для создания карты неба установят на Международной космической станции. Монтаж аппаратуры выполнят космонавты Роскосмоса во время выхода за борт станции. Оборудование может быть отправлено на грузовом транспортном корабле уже в 2020 году. Блок управления будет находиться внутри МКС. Основная задача комплекса заключается в измерении яркости фонового рентгеновского излучения. Это позволит проанализировать и создать карту 83% неба. Эта миссия займет 3 года. На днях состоится стыковка первого ЖД-моста между Россией и Китаем. Международные коридоры оптимизируют логистику грузоперевозок Приморья. Само строительство будет завершено в июле месяце, и уже в этом году по мосту пустят поезда. Строительство объекта началось в 2014 году протяженностью более 2 километров, из них чуть более 300 метров по территории России и около 2 километров по КНР. Пропускная способность около 21 миллиона тонн в год. Мост станет кратчайшим путем для экспорта в Китай железорудного концентрата Кимкана-Сутарского горно-обогатительного комбината. Соучастников резонансного преступления заключили под стражу. Якутский городской суд избрал меру пресечения для 2 мужчин, принимавших участие в незаконном лишении свободы жительницы столицы. Подозреваемые заключены под стражу до 17 мая на время проведения дополнительного расследования. Мужчинам вменяется статья «Незаконное лишение свободы», совершенная группой лиц по предварительному сговору. Также ранее, 18 марта, была избрана мера пресечения в виде ареста для главного подозреваемого по этому делу. Преступление, напомним, было совершено ночью 17 марта. По версии следствия, 23-летний мужчина возле одного из домов Якутска силой затащил женщину в салон машины и совершил изнасилование. После этого он приехал к автомастерской, где находились 2 его знакомых. Он завел женщину внутрь и уехал. Женщина дождалась, пока мужчина уснут, и убежала. Она обратилась в Следственный комитет. В ходе допроса задержанный признал вину в преступлении и дал следователям подробные показания обо всех обстоятельствах.
Якутским городским судом Республики Саха-Якутия избраны меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в совершении группой лиц по предварительному сговору незаконного лишения свободы жительницы города Якутска, не связанного с ее похищением. Данные лица задержаны следователями Следственного отдела по городу Якутску, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации. Громкое преступление осуждают национальные общины Якутии. Представители различных диаспор сходятся в одном. Проблему с нелегальными мигрантами нужно решать мирно и с точки зрения закона, а самое главное – консолидированно и сообща. Арсений Сергеевич объявил этот год годом консолидации. И хотелось бы, чтобы вот этот год консолидации как минимум проходил при обсуждении идеи, такой мысли к жизнеустройству по совести. И сейчас я убеждаюсь, что это надо было делать, скажем так, как молодежь говорит, ну, не только как флешмобли, ну, то есть это нужно было делать массово. Как до этого жили дружно, мирно, да, и так дружно, мирно жить. Вот не забывать, что мы победили годы Великой Отечественной войны над фашизмом не о том, чтобы у нас было орудие, мы о том, чтобы был у нас дружба, у нас было взаимопонимание, у нас была дружба. Поэтому давайте, ребята, дружно, мирно будем жить. В жизни это самая короткая жизнь, это человеческая жизнь. Наша община осуждает, и, естественно, мы очень негативно относимся к тому, что произошло. Да вообще к любому насилию. Здесь, по-моему, нельзя рассуждать о каких-то там национальных принадлежностях. Хотя лично я считаю, что все диаспоры, которые у нас существуют, не российские, а именно других стран, они должны по большому счету отвечать за поведение своих земляков. Ну и не только поведение, они должны следить за ними, за здоровьем, за их поведением, за их отношением с людьми, о их вообще состоянии. Спасен ребенок, которого накануне обнаружили без сознания за гаражами в Якутске. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. Напомним, что днем очевидцы увидели в окно, что на улице лежит ребенок, и вызвали скорую помощь. Люди особо отметили, что бригада скорой прибыла на место оперативно, однако к моменту их приезда мальчик уже потерял сознание. У ребенка случился приступ эпилепсии. Его отвезли в педиатрический центр, оказали необходимую помощь и отпустили домой, сообщила замминистра здравоохранения республики Людмила Вербицкая. Она поблагодарила очевидцев события за сознательность, отметив, что благодаря оперативным действиям этих мужчин ребенок остался жив. По словам замминистра, мальчик просто мог умереть от переохлаждения. Жителей села Якакут Алданского района решено переселить в близлежащие поселки или в райцентр. Деньги на эту цель выделены из бюджета района. Сейчас люди подыскивают варианты жилья. В данное время в Якакуте проживают больше 10 семей, а учреждений и магазинов там нет уже давно, а жилфонд серьезно устарел. Сюжет Татьяны Вахниной. 40 лет Валентина Кулеева отработала фельдшером в селе Якакут. В 2014-м вышла на пенсию. Не по собственному желанию, а в связи с закрытием фельдшерско-акушерского пункта. Недавно Валентина Петровна отметила новоселье. Она переехала из Якакута в поселок Ленинский. О прежних условиях и попытках предотвратить постоянные аварии и поломки женщина вспоминает с ужасом. Дома старые, 35-х годов постройки. Они холодные, все выдувает, мы снаружи даже вот запениваем, и толку мало, полы холодные, все гниет. Отсутствие связи, запустение и разруха – таковы основные черты села. Магазинов нет, автобус до райцентра ходит раз в неделю. Мост, связывающий Якакут с Большой землей, в аварийном состоянии, шаткой конструкции 90 лет. Год назад, в период паводка, серьезно пострадали его опоры. Не в лучшем состоянии и жилфонд. Большинство бараков были возведены еще в 30-х годах прошлого века. Жители Якакута давно ставили вопрос о закрытии села. Министерство экономики Якутии объективные критерии признало недостаточными для ликвидации населенного пункта. Было рекомендовано администрации поселения и администрации Алданского района рассмотреть вопрос о переселении граждан в пределах поселения или в пределах Алданского района.
В прошлом году на средства, выделенные из бюджета района, кроме Кулиевых, квартиры приобрели еще 3 семей. Сегодня в Якакутии остались 13 семей. Первоначальной суммы на покупку жилья, определенной по стоимости квадратного метра в Ленинском, не хватило, и объем финансов был увеличен. Сейчас идет как раз процесс подбора квартир. То есть 17. В итоге 4, которые в 2018 году, и 13 2019 года, 17 семей мы, я думаю, что к началу отопительного сезона 2019-2020 года мы переселим. В первую очередь жильем будут обеспечены люди, фактически проживающие в Якакутии. Между тем, прописанными в селе остаются чуть более 100 человек. Они получат квартиры в рамках 3-го этапа федеральной программы по переселению с 2025 по 2030 годы. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. На производственных площадках «Алроса» проводят опытно-промышленные испытания спецодежды. Репортаж Иванны Филипповой из Мирнинского района. Сепараторщик Андрей Жалсараев следит за процессом обогащения алмазоносной руды. Говорит, работа требует полной отдачи. И уверен, что комфортная спецодежда играет в этом не последнюю роль. Вот уже полгода он участвует в опытно-промышленных испытаниях. Проверяет на прочность новую униформу. Пробный образец показал себя с лучшей стороны. В первую очередь рабочий оценил удобство. Куртка на данной спецодежде уже по длине, она гораздо короче и по пояс. Получается, если присаживаешься на корточке или даже на стул в операторской, то здесь он не оттягивает назад, как у старого образца спецодежды. Куртку мне нравится, удобнее. Совершенствованием спецодежды в «Алроса» занимаются уже несколько лет. Причем как для рабочих, задействованных в шахте, так и для наземного персонала. С учетом всех пожеланий, ранее поступивших от работников компании, разработали несколько видов спецодежды. Около 20 комплектов из разных моделей тканей. То бишь это была зимняя, летняя спецодежда. Также спецодежда для токарей. На мне сейчас женский зимний костюм. Что самое главное? Конечно же, это первое, он должен соответствовать всем требованиям техники безопасности, ну и должен быть, конечно же, очень удобным, и немаловажную роль играют такие детали, как наличие застежек, карманов или, например, съемного капюшона. Пробные образцы досконально изучили от пуговиц до материала. Рассматривали форму выкройки, застежки, карманы. Позже по каждому элементу были даны рекомендации. Мы обычно накапываем на костюм воду и проверяем, насколько хорошо у нас вода распределяется по костюму. То бишь она не должна сразу же впитываться, а какое-то время она должна сохраняться на костюме в виде капель. Следующее. Если воду полностью встряхнуть, то бишь воды должно оставаться минимум. Сегодня во всех цехах северных площадок, Айхале, Удачном, а также в Мирном около 20 видов спецодежды проходит экспериментальную носку. На рабочих местах проверяют материал, из которого она сшита. Плотность ткани, состав и цвет – важна каждая мелочь. В этом убедился и, например, Артур Максимов. Он тестирует защитную одежду летнего варианта. Самое главное в этом костюме – это ткань. Ткань дышит, присутствует хлопок и удобная в носке. В стирке он бывал и, в принципе, не сел, что радует. По окончании тестирования все участники дадут полную характеристику испытуемой спецодежды. В июле комиссия вновь соберется и по полученным данным будут принимать решения по выбору материала. Иванна Филиппова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». 8 сильнейших команд Якутии примут участие в чемпионате республики по волейболу. Турнир пройдет с 27 марта по 1 апреля. В числе участников и сборная Ленска. Продолжит наш корреспондент Анна Кожевникова. Ленская сборная по волейболу готовится к чемпионату республики. В этом году ее состав значительно обновился, пополнился молодыми игроками. Воспитанники Ленского тренера по волейболу Юрия Шустова разъезжаются после окончания школы по всей стране. Домой возвращаются редко. Но в этом году за сборную Ленского района на республиканских соревнованиях выступит прошлогодний лучший нападающий Якутии Максим Кондратьев. Лучший игрок Антон Рыков приедет из Красноярска, и центральный блокирующий Евгений Черкашин присоединится к ребятам из Иркутска. Уже тренируется, вернувшись домой, Максим Арзамаскин. За его плечами немало игр. Соревнования были и на сибирском уровне, когда ездил в университет, учился. И, получается,
всероссийского масштаба были соревнования. У команды новый капитан Алексей Луканин. Он в волейболе уже 16 лет. И несмотря на напряженный график работы, Алексей, начальник Ленского отделения управления материально-техническим снабжением акционерной компании «Алроса», он находит время на тренировки. Правда, на волейбольной площадке нам застать капитана не удалось. Для меня они в моем календарном году являются самыми важными, и поэтому этап подготовки он имеет место быть всегда, это осенне-зимний период. Для меня, конечно, это очень важно, что на сегодняшний день я капитан, а в прошлые годы у нас были абсолютно разные люди, мы все одинаковые по уровню нашего профессионализма. Об уровне профессионализма говорят и предыдущие соревнования, прошедшие накануне в Ленске. Памяти Владимира Ягнышева, где ленская сборная уступила только команде поселка Намцы, одной из сильнейших в республике. Минус нашей команды – то, что мы не можем собраться все вместе и постоянно тренироваться. Вот буквально турнир Ягнышева в последнее время показал, что команда города Намцы, ну, поселка Намцы, которые вместе тренируются, вместе играют уже на протяжении где-то 3 лет. Вот. Они, конечно, взаимосвязаны, чувствуют все друг друга. Только за счет этого они как бы одержали победу над нами. Поэтому сейчас для ленских волейболистов важно наработать игровые связи, чтобы быть первыми среди таких сильных команд, как сборная Алдана, Амги, Якутска, Чурапчи и Намцев. А мы обязательно поддержим земляков. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на Якутии 24 и будьте всегда в курсе.